Бонжорно! Всех приветствую из сардинского города Сасари, куда мы заехали. Возвращаюсь из города Альгеро, чтобы купить обалденно вкусный кофе Майя и встретиться с друзьями. И не только посмотреть на их большое кошачье семейство, а котов у них 9. Конечно же, погладить акарицары, потискать чудесных малышей, но и немножко прогуляться в лес, возле которого щедро растут кусты опунции. Это кактус. И на Сардинии его плоды едят. А мы забежим в парк, полюбуемся на фонтан Сан-Франческо. Это святой покровитель Италии. Его всегда изображают в рясе с 3 узелками на поясе. Это 3 данных Господу обета. Первый и самый главный, именно для этого святого, это обет бедности, нестяжание. 2 других – послушание и целомудрие. Рядом со святым – печени, голуби, как символ мира и добра. В парке чисто, ухожено, и мы пришли сюда целенаправленно посмотреть одно удивительное дерево, на котором вы не найдете ни одного паразита. Самый сильный антиоксидант. У нас его называют гинго билоба, по-итальянски джинго билоба. Листья дерева имеют огромнейший спектр полезных свойств. Это иммуностимулятор, нейромедиатор, то есть способствует улучшению работы мозга, и сильнейший антидепрессант, противотревожное средство. Листья используют и в кардиологии. Гинго билоба влияет на текучесть крови и снижает риск образования тромбов. Сейчас, к сожалению, огромное количество заболеваний, именно связанных с тромбозом. И вот эти прекрасные, посмотрите, листики помогают справиться организму с этой массой проблем. Даже снижают метеочувствительность. А мы шагаем дальше, любуемся таким отсылом нас к древнейшим временам мифологическим, когда скульпторы пытались воссоздать образ красивейших нимф, муз, дриад, охраняющих леса. И в этой стилистике выполнены 4 фигурки фонтана Кватро Стаджоне, 4 сезона. L'inverno – зима, la primavera – весна, l'autunno – осень, и l'estate – лето. Осень и зима в итальянском мужского рода, весна, лето женского. Поэтому 2 скульптуры женские и 2 мужские. А мы с вами заглянем еще в магазинчик, где для нас размелют и упакуют свежайший итальянский кофе. Называется он кафе Майя, и на Сардинии, да и не только, славится своим превосходным качеством, большим разнообразием не только кофе, потому что это еще и рай для сладкоежек. Из какао-бобов чего только не изготавливают. Здесь мы можем найти мильори и дольче, то есть одни из лучших сладостей Италии. Шоколадочки. Смотрите, с разным процентом содержания какао, 73%, 83%. Как темный шоколад, конечно же, так и молочный. Баратти – очень распространенная марка в Италии, а также Венки – итальянские лидеры по гаранту качества. Ночоли, мандерли. Ночоли – это орехи, ореховый, значит. Мандерли – это миндаль. Отсюда просто невозможно уйти, не купив себе чего-нибудь супер вкусненького. Мы соблазнились на шоколадку в виде кубинской сигареты с кусочками апельсина внутри. Было не устоять. Невероятно вкусная. Затарились кофе. Но отведать горячий свежий кофе прямо здесь не получится. Раньше было можно, но проприетарии, то есть хозяева, вот они, эти кубинские конфеты, шоколадки. Так вот, хозяева решили, что тропо, слишком. Специализированный магазин, напоминаю, в Италии не должен напоминать барахолку. Достаточно кофе и конфет, решил хозяин этого места. И кофе Майя можно отведать в кафе неподалеку. Комесса, продавец, вам об этом вежливо скажет. И попали мы в преддверие Хэллоуина. В Италии этот праздник празднуют не везде. Не все кафе так страшно разряжены. Но все же достаточно мест, которые нам напоминают об этом веселом американском празднике. Почти во всех культурах есть такая традиция – отпугивать нечисть, нарядившись в нечисть. Мы проезжаем большую гостиницу Сасари, где мой муж в студенческие времена питался в местном ресторане на халяву. Потому что так случилось, что в студенческой столовой народ массово отравили. Непреднамеренно, конечно, просто партия мяса, которую туда привезли, была не свежая. И университет Сасари выделил 3 места, где студенты питались по талончикам. Каждую неделю они должны были менять места и идти по закрепленному цветом месту. Но кормили вкусно не везде, а студенты народ хитрый, и некоторые не отдавали
ныкали свои цветовые талончики и ходили по 2 раза в то место, где вкуснее всего. А мы с вами уже в лесу видим вот такой прекрасный кактус, который очень привлекательно цветет, но не дай бог кому-то сюда свалиться. Вы только посмотрите, какие шипы. Сразу вспоминаются комедии, где кто-нибудь по закону жанра обязательно сюда угодит и долго будет потом вытаскивать агидалькула, то есть иголки и свои 5 точки. И сюда мы приехали на мастер-класс. Нет, не на то, как падать в эти кусты, не собрав 5 точкой ни одной иголки. Нет, мы сюда приехали за плодами кактуса, за плодами опунции. Вот то, что цветочек, вот эти зелененькие, это плоды. Но эти кусты нас не интересуют, разве что полюбоваться вот этим вот красивым цветочком. Он есть у меня в коротком видео с философскими ассоциациями, что зачастую все очень красивое может быть опасно. И вот такая живописная дорожка в лес, окаймленная бывшей песчаной дюной. Все нам здесь говорит о том, что когда-то, секулифа, века назад, здесь плескалось море, и его следы запечатлены в так называемых фоссилиях, органических окаменелостях. По ним геологи читают историю Земли. Вот смотрите, это песок древнего пляжа, где мы найдем окаменевшие ракушки, камушки, когда-то красиво окаймляющие не лес, а берег. И вот эти беленькие цветочки невероятно вкусно пахнут. Пахнут медом. Но тот, кто курит, как доказали ученые, теряет восприимчивость к таким шикарным запахам, как этот. То есть курильщик не почувствует этого волшебного запаха меда. И вот они, камушки, которые когда-то лежали красиво на берегу моря. А это окаменевший песок с остывшими во времени маленькими ракушками. Когда я училась в школе, наш учитель географии ставил 5, если мы приносили ему камень, доказывающий, что даже на территории Смоленской области, именно там я родилась, было когда-то море. Потому что в этом камне был запечатлен след ракушки, или же она застыла в нем на века полностью. Очень красивый, такой успокаивающий зеленый мох живописным ковром простирается под ногами. И немного даже пугает эта земля, как будто чем-то обрубленная. Вспоминаются истории о циклопах. На Сардинии нашли гигантское захоронение каменное, назвали могилы гигантов. Оно располагалось под каменными плитами, и по легендам именно там были захоронены циклопы. А мы видим артемизию. Довольно непростое растение, используют и в медицине, и при производстве ликеров. Как сообщил Il nostro amico, наш друг Микеле, маэстро, учитель биологии, математики, информатики. Если положить кусочек этого инистого растения, к примеру, на больной зуб, то произойдет чудо. В течение 15-20 минут боль растает. Антидолорифико, то есть обезболивающее. А мы продолжаем хорошо всматриваться в этот удивительный мир. Чем больше о нем знаем, тем увереннее себя чувствуем. Нигде не пропадем. И даже, не дай бог, потерявшись в Сардинском лесу, не умрем с голода. Видите улиточек? Вы можете сказать, что это французский деликатес. Но нет. Жители города Сасари очень их любят. Кто-то даже, может быть, облизнулся бы сейчас, схватил ведро, собрал бы все и слопал их на ужин. Но вот наша подруга сказала, что не ест их принципиально. Потому что, чтобы насытиться, нужно убить много этих ни в чем не повинных существ. То есть взять у природы много, а вернуть нечем. Ну, разве что только развести их у себя в саду. И, вероятно, где-то такие улиточные фермы есть. Но оставим в покое улиточек. Пора двигаться дальше к нашей конкретной цели. И мы следуем за Микеле. Он нам показывает траву, которую итальянцы кладут в салат. Вот она с бордовым стеблем. Честно, не пробовала или не знала, что это она, когда поедала какой-то салат. Инсалата, как это звучит по-итальянски. И вот они начинаются, кусты опунции. Красивый кактусик, фигуры которого порой напоминают Микки Мауса. Микеле нам снова что-то показывает и говорит, что из плодов этого куста в старину делали масло. Не для еды, для лампад. Сказал, что этим маслом пользовались только бедные, для того, чтобы в доме был свет. Эти ягоды мы увидим чуть дальше. А нас ведет энтузиаст Микеле, человек, который в фасилиях находит останки динозавров. У него, кстати, есть свой канал на ютубе, называется Изола Уилсон, где он рассказывает и показывает много всего интересного. Если вы изучаете итальянский, вам будет полезно послушать живую речь носителя
и попереводить много интересностей. Снова с вами видим эти инистые кусты. Обезболивающее Микеле сказал, что в больших дозах при определенном методе будет тот же эффект, что испытали герои фильма «Пляж» с Ди Каприо. Если вы смотрели, то знаете, как плачевно закончилась эта история. Нет ничего лучше чистого сознания, осознанного выбора, принятия мира со всеми его и радостями, и сложностями. Помня, что любая попытка ускакать в фальшивую розовую даль принесет еще больше проблем. Побахнет по здоровью, а ведь настанет счастливый момент жизни, он будет точно, когда наше здоровье нам будет максимально нужно, чтобы быть счастливыми. В семье, в друзьях, в профессии, где обретем гармонию, лучше не тормозить сияние своего чистого разума, чтобы все принятые решения были для нас адекватными и радовали. И мы себя впоследствии благодарили за их принятие, а довольство собой – это и есть секрет счастливой жизни. И мы с вами добрались до нашей прелести. Сегодня это плоды опунции. Обратите внимание, как их Микеле профессионально срезает с помощью пластиковой бутылки и ножа, чтобы ни одна иголочка не уколола. А иголочки, поверьте, здесь довольно мелкие и колючие. Allora. Итак, как переводится это любимое слово итальянцев, слово «паразит». Che cos'è опунция? Ее здесь называют il fico d'India. Плоды оранжевого, бывают вишневого цвета, желто-оранжевого. Вкус у нее нежный и свежий. Мне немного напомнил арбуз и тайский фрукт драгон, на который, собственно, похоже. Богата витаминами, преимущественно В и С. Повышает иммунитет, налаживает работу желудочно-кишечного тракта. Только стоит быть очень аккуратными, потому что внутри огромное количество косточек, довольно плотных, которые сарды зачастую едят. И два друга моего мужа, отчаянные любители опунции, попали и на спидали в больницу, где им вырезали аппендицит. В данном случае риск дела неблагородное, лучше не рисковать и не есть косточки. Аккуратнее не только в отношении косточек, и в отношении самого плода. Не берите его голыми руками, потому что иголки на нем очень мелкие, микроскопические. Однажды иголка попала мне в губу и целый день противно кололась, очень неприятно. Я долго не могла понять, где, пока муж не освободил меня пинцетом от этой гадости. Конечно, при хорошем освещении. Вы, наверное, думаете, что делает Микеле? Голыми руками тащит эти зеленые лепешки в корзинку. Но обратите внимание, что на этих лепешках есть радичи, корешки. Это не щедрый букет жене, шутку говоря. Это для сада. У Микеле большой дом, большой сад, по которому носятся 9 котов. И в саду есть каки. Это ни в коем случае не фекалии, экскременты, а каки – это хурма по-итальянски. И вот мы нашли те самые горючие ягоды, из которых в старину делали масло для лампад. Экологически чистый продукт, которым раньше пользовались только бедные. А сейчас, если мы найдем его в магазинах, то стоить оно будет недешево. Красивые, изящные кустики и вот такие черненькие маленькие ягодки. Но пришли мы сюда не ради них, а ради опунции. И добро пожаловать на мастер-класс, который любезно согласился провести Микеле. Отрезаем с боковых сторон такие краюшки опунции. Работаем с помощью ножа и вилки. Смотрите, какой окрас внутри, яркий. И чтобы не было никаких шипов, будем делать с вами такой поперечный разрез. Смотрите, раз. Открываем плод и, смотрите, шкурка с помощью вилки довольно легко отходит. Так, так. И остается только сочная вкусная часть. Ингрециамо Микеле. Поблагодарим Микеле за подаренные нам полезные знания. При случае воспользуемся. Скажем «Грация миле». И вы видите, что плоды перед тем, как мы их очистили, находятся в воде. Пока мы тут занимались мастер-классом, немножко шел дождь, и в небе появилась прекрасная радуга. Всегда для человека такой добрый знак, что все будет хорошо, даже если нашу жизнь штормит. Глупо лезть в этот шторм и сражаться с ветром и с молниями, которые могут символизировать обстоятельства. И эти обстоятельства, к сожалению, могут быть сильнее нас, и мы обязательно дождемся радуги. Дождемся момента, когда это превратится в воспоминание,
пускай даже может быть и в шрам, но который уже не болит и нас не тревожит. Сейчас психологи очень много говорят о том, что для своего здоровья первое, чему должен научиться человек – отпускать свое прошлое. Со всем мы можем справиться. Для всего остального есть гинго-билоба. А также вкусные конфеточки, шоколадочки. И много всего приятного, чем способна порадовать нас жизнь. Нас провожает такой средиземноморский осенний пейзаж. Всем добра! Не забывайте подписываться на мой канал, если нравится то, что я делаю. Надеюсь, до новых встреч. Чао! Потому что мясо, бифштекс, который мне подали, был не свежий. И все 2 часа с серпантина дороги, и даже перед дорогой домой, тут то и статуя инфернале. То есть все это было адское. Но уже по приезду, после того, как желудок сам себя очистил, мне стало легче. И для Италии, и для ресторана, когда что-то подобное происходит, это очень серьезно. Потому что когда итальянцы плохо поедят, они мало того, что будут помнить это долго, еще и напишут честный и неприятный отзыв. А если, как в моем случае, если стало плохо и отравление было максимально серьезным, дело дошло до больницы, то вызывают карабиньери, то есть это такой второй отряд полиции, и такой ресторан закрывается. Так же, как если увидели, к примеру, тараканов, вызывают санитарную службу, место закрывают на неопределенный срок до лучших времен, что, конечно, бьет по карману владельцу. Понятно, люди остаются без работы. Чем закончилась моя история? Мы, конечно, не вызывали никаких карабиньери. Муж позвонил хозяйке ресторана после того, как в ресторане дали ее номер, поняв, что ситуация серьезная. И она обещала вернуть деньги, либо же бесплатно накормить нас. Но так как мы живем в другом городе, ехать 2 часа с лишним, то муж согласился на деньги, не стал писать никакую рецензию, потому что женщина была так искренне взволнована, так была неприятно удивлена, что он, собственно, уладил все миром. Так и для меня лучше. Я всегда за мирное разрешение проблем, за понимание с 2 сторон. И надеюсь, что для этого места, для этого ресторана случай единичный. Пусть никто больше не пострадает. Пусть все манджано бене едят хорошо, получают удовольствие от жизни, завидев какое-то интересное насекомое, получив какие-то новые интересные знания, обогатив себя, то есть став на лесенку вперед. Такой умиротворяющий октябрьский пейзаж нас провожает. Всем добра, до новых встреч на моем канале. Не забывайте подписываться, если нравится то, что я делаю. Чао!